эфире новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Госдума одобрила закон о продлении выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке. Подробности в начале выпуска. Едет по воде, по суше и можно спать в тайге. Российский вездеход «Бурлак» протестировали в Якутске. Учитель майской школы ведет кружок прикладного искусства. Как проходит занятие? Госдума одобрила закон о продлении выравнивания энерготарифов в Дальневосточном федеральном округе, включая Якутию. В проекте закона учтены предложения главы Республики Айсена Николаева. Законом продлевается период регулирования надбавок к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка производителями электрической энергии до 2028 года. Кроме того, документом устанавливается поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня для ряда отраслей, например, для жилищно-коммунального хозяйства. Добавим, что вопросы развития энергетики в арктических и труднодоступных территориях обсудят на заседании Комитета энергетики Госдумы, которое состоится в Якутске в следующем году. Я считаю, что вот как этап принятия закона о внесении изменений в закон об энергетике – это большое достижение. Я думаю, что это очень серьезно повлияет на экономику как в целом Дальнего Востока, так и Республики Саха-Якутия. Мы готовы и будем дальше продолжать совместно с правительством республики эту работу. Режим повышенной готовности на период новогодних праздников введен на предприятиях ЖКХ и энергетики Якутии. До 11 января все энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства будут работать в усиленном режиме. Такое решение принято во время заседания КЧС под руководством первого зампреда правительства республики Алексея Колодезникова. В оставшиеся до новогодних праздников сроки на отраслевых предприятиях должна быть проведена проверка готовности ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ. Основные поручения, согласно данным нормативно-правовым актам, это обеспечение безаварийной работы РИП, обеспечение запасов топлива в период проведения новогодних праздников с 28 декабря по 11 января 2021 года. Надеемся, что в этот период пройдет безаварийно. Алроса вступает в 2021 год с позитивными прогнозами. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня рассмотрел предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности группы компании «Алроса» за этот год и планы на следующий. Компания не снизила социальные обязательства, остались в силе и все экологические мероприятия, несмотря на тяжелейшую ситуацию на рынке. Об этом заявил генеральный директор, председатель правления компании «Алроса» Сергей Иванов. В эти месяцы руководство компании проводит активный поиск новых инструментов и подходов к торговле. Впервые «Алроса» начала активно внедрять цифровые просмотры и продажи алмазов. Компания, в отличие от прошлых кризисов, сумела обойтись без мер господдержки. Завтра в 12 часов по местному времени глава Якутии Айсен Николаев огласит свое ежегодное послание Государственному собранию Илтумен. Руководитель региона обозначит стратегические направления социально-экономического развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Также Айсен Николаев озвучит ряд актуальных тем, решение которых потребует консолидации деятельности регионального правительства и парламента, органов местного самоуправления, предприятий и организаций общественности республики. Прямая трансляция послания будет вестись на телеканалах НБК «Саха» и «Якутия-24», на волнах радио «Тытим» и на страницах социальных сетей главы республики. Едет по воде, по суше и можно спать в тайге. Российский вездеход «Бурлак» протестировали в Якутске. Модель подходит как для охоты и рыбалки, так и для активного отдыха, а также для нужд организаций, работающих в арктических районах. В течение 6 месяцев «Бурлак» будут эксплуатировать сотрудники МЧС. Вездеход может развивать скорость до 50 км в час, а внутри спокойно могут разместиться 8 человек. Здесь есть все необходимое, обустроена импровизированная кухня, дополнительный бак на 20 литров дизтоплива. Кроме того, на вездеходе установлены колеса с шинами низкого давления, которые не повреждают грунт. Ремонт можно производить непосредственно из салона автомобиля. Полы поднимаются, все агрегаты находятся
снизу в удобном положении. Двигатель Каменск довольно надежный, 150 лошадиных сил, 2,8, турбодизель. Каких-либо проблем и нареканий не возникало у нас еще пока что. В Чурапчинском районе началась апробация проекта Агентства по развитию сельского хозяйства. Ранее с ним ознакомился глава Якутии на совещании по вопросам кормозаготовительной компании на территории Чурапчинского района. Тогда Елдархан отметил, что этот проект коренным образом меняет всю систему сельского хозяйства. Цель агентства – помочь сельхозтоваропроизводителям, фермерским, личным, подсобным хозяйствам получить максимальные доходы. С 2021 года в законе о развитии сельского хозяйства республики вносятся изменения. И по этому направлению Чурапчинский улус является передовым районом в развитии сельского хозяйства республики. И мы подготовились к этому изменению уже давно. И на территории нашего района будет функционировать агентство по развитию сельского хозяйства. Это агентство сегодня зарегистрировано в качестве муниципального автономного учреждения и уже начала свои работы. Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко ознакомился с деятельностью национальной вещательной компании «Саха». Он посетил основные аппаратно-студийные комплексы, павильон для прямых эфиров, музеи, студии телеканала «Якутия-24» и радиовещания. Также он осмотрел оснащение и материально-техническую базу всей компании. Во время встречи с творческим коллективом были затронуты вопросы расширения творческого потенциала телеканалов. Также Андрей Тарасенко вручил государственные и правительственные награды работникам компании за личный вклад в развитие республиканского телерадиовещания. Учитель изобразительного искусства и технологий майской школы Саргалана Бушкова приобщает детей к искусству, формирует у них творческую индивидуальность. Помимо уроков, Саргалана Егоровна ведет кружок прикладного искусства. На занятии побывала Лия Яковлева. Уроки изобразительного искусства не могут быть скучными, неинтересными для детей. Главное – мыслить, создавать и творить. Под таким девизом Саргалана Бушкова проводит свои занятия. По образованию Саргалана Егоровна является воспитателем. Долгое время работала в детском саду. После твердо решила стать педагогом. Наверное, этот выбор пал на то, что я люблю больше всего рисовать, творчество, рукоделием люблю заниматься. Каждый вид искусства я осваиваю и передаю это детям. 5 лет работы в школе, как считает Саргалана Егоровна, это время постоянного поиска и творческих идей. Работа удивительная по насыщенности, интенсивности, по обилию радостных эмоций, волнений и тревог, которые делают ее труд результативной. С каждым годом я ставила себе цель добиться каких-то успехов, по своему развитию. И в прошлом году я заняла по голосу 2-е место по рисованию портрета среди учителей ИЗО. И в этом году мои дети очень обрадовали меня своими успехами. В школе проходит множество конкурсов рисунков. Их размещают на специальном стенде. Лучшие работы отправляют на районные и республиканские конкурсы. Юные художники имеют высокие достижения. Наша учительница Саргалана Егоровна все очень хорошо показывает и учит. Мне тоже очень нравится рисовать. Я обычные эскизы люблю, а я красить не очень люблю. Я нарисовала фотографии, которые нам предложила Саргалана Егоровна. Техника штихи. Мне нарисовала труженика села. Он был комбайнером. Помимо уроков, многие дети посещают кружок Саргаланы Егоровны. Там они занимаются любимым делом, воплощают свои фантазии в реальность. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Амга. В Союзе детских общественных объединений республики придумали, как разнообразнить новогодние праздники. Телеграмма Деду Морозу. Именно так называется республиканский онлайн-конкурс сочинений, в котором могут принять участие и выиграть ценные призы дети от 3 до 18 лет. Ульяна Шагина узнавала подробности. Прогуливаясь по торговому центру в поисках новогодних подарков для своей 5-летней дочки, Вилена Сазонова наткнулась на сладкую коробку с телеграммой для Деда Мороза. Чем не сюрприз для ребенка, тем более есть шанс получить хорошие подарки и устроить настоящий праздник.
Сегодня же, думаю, сядем с ребенком, придумаем, что написать, напишем письмо. И я думаю, другим мамочкам тоже будет полезно это сделать, потому что конкурс вроде бы как продлится до середины января, и в длинные выходные будет чем себя занять вместе с ребенком. Уже сегодня на конкурс поступило более 500 писем от якутян со всего региона. Строгое жюри, в состав которого вошли представители Союза журналистов, писатели республики, работники культуры, образования и книжного издательства, будут оценивать самую важную часть письма – ее содержание. Дети пишут творческое сочинение. Конечно, на какие темы сделать акценты мы указали в положении. Все это красиво оформляется. Например, не только текст, а допускается приклеивать наклейки, нарисовать какие-то позитивные вещи, да, чтобы был креатив, чтобы была интересная подача. Все это, конечно, фотографируется или отсканируется и направляется нам на электронную почту. Принять участие в конкурсе может любой ребенок от 3 до 18 лет. Их распределят по 4 возрастным категориям. Лучшие работы будут отмечены сертификатами на оплату образования, покупку мебели, детской одежды. Кроме того, организаторы подготовили ноутбуки и айфоны для поддержки учащихся во время дистанционного образования. Это идет как поощрение творческих способностей детей, тем более с призовым фондом. Очень даже актуальный и правильный. В нашей школе, например, классами заказывали. И мы надеемся, что дети будут удостоены чести получить какой-то и подарок. Приобрести сладкие подарки с телеграммой для Деда Мороза можно в торговых центрах столицы. Для горожан они доставляются бесплатно. Работы принимаются до 20 января, а 25 января в прямом эфире состоится оглашение результатов и награждение победителей конкурса. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. В начале следующей недели в Якутск придет потепление. И, кстати, в ряд районов республики. А вот житель самого холодного населенного пункта в мире Аймикона шил для своих коров меховые бюстгальтеры, чтобы животные не замерзли в лютые морозы. В хозяйстве у Николая Тласова 5 коров, и бюстгальтеры изготовлены из зайчих шкурок и старого мутонового пальто. К туше они крепятся 3 ремнями, 2 проходят по туловищу и 1 под хвостом. Такой элемент одежды помогает не только защитить нежную кожу вымени, но и сберегает в нем молоко. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами, берегите себя, носите маски и чаще мойте руки.